Меня зовут Алекс Гилберт. Мне 25. Я живу в новозеландском городе Окленде, куда 7 лет назад переехал из Вангарии. Эта книга рассказывает о том, как я рос приемным ребенком и как пришел к мысли о помощи другим приемным детям по всему миру. Друзья, сегодня я хочу вас познакомить с Алексом Гилбертом и его книгой. Всем здравствуйте! С вами Эльвира из Америки. Порукечележе Тиндандами Эльвира Америковича. Про Алекса я совершенно случайно узнала по интернету, и я выиграла его книгу в конкурсе, который он проводил. Для меня это было удивительно встретиться с такой вот жизнью. А с какой жизнью? Сейчас вы узнаете. Это потом он будет Алексом Гилбертом. А при рождении он получил имя Александр Викторович Гусовской. Из России, из Архангельского дома ребенка в Новую Зеландию маленькие Саша и Андрей были усыновлены Марком и Джанес Гилбертом. Навек оставлю в сердце я, дороже всех наград на свете. Мне песня тихая твоя. Поговори со мной. Марк Гилберт не может скрыть свои слезы, вспоминая о тех детях, которые смотрели на него так же с надеждой. Когда они вместе с Джанес уходили из дома ребенка, он говорит: если бы я только мог забрать их всех, я бы, конечно, сделал это. Поговори со мною. Приехав в Новую Зеландию, мальчики были окружены любовью и заботой родителей. Они праздновали дни рождения, встречали Рождество, играли вместе. И у них появились новые друзья. Давно ли песни ты мне пела над колыбелью? Вместе с родителями Но время окружали своей любовью и заботой бабушки и дедушки. звонить оборвала. Поговори со мной. Надо сказать, что родители, которые усыновили Сашу и Андрея, никогда не скрывали их происхождение. Всегда говорили, что они из России. Алекс вырос, закончил школу и выучился на оператора. И эта профессия дала ему возможность работать в новозеландской телевизионной компании Choice. Довольна я своей судьбою, того, что пройдет. Зная о том, что он из России, он всегда искал возможность познакомиться поближе с культурой страны, где он родился. Безоблачную даль.
поэтому он подружился с ребятами из России, которые живут в Новой Зеландии. О чем-нибудь поговорим. Общение с ними помогает ему узнать больше о русских традициях. Мне снова детство. Алекс смог на расстоянии установить связь с биологическими родителями, с мамой Татьяной и с папой Михаилом. И в 2013 году летит в Россию на встречу с ними. Навек Сначала оставлю к маме сердце Тане в город я. Рыбинск. Всех наград на свете мне песня тихая твоя. Первая встреча для них обоих была очень тяжелой. Алекс иногда думал, правильно ли он делает. Татьяна тоже чувствовала себя неловко. Говорят, что под лежачий камень вода не течет. Алекс все сделал для того, чтобы установить эту связь с мамой Татьяной. Алексу еще тяжело говорить по-русски, и поэтому к нему приходят на помощь его друзья. Мама, мне снова детство. После встречи с мамой Татьяной Алекс отправился на встречу с отцом Михаилом. Встреча с отцом Михаилом прошла более теплее. Михаил познакомил Алекса с его семьей, супругой, дочкой Соней и с другими родственниками. Алекс безумно счастлив, что в его жизни есть эта милая девочка, его сестра Сонечка. Чтобы лучше общаться с родными и друзьями, он учит русский язык. Алекс был героем нескольких передач на российском телевидении. Один из них «Пусть говорят», второй дубль с Андреем Малаховым, на котором встретились все. Детство нить Его биологические родители с его новозеландскими родителями. Мама Таня и папа Михаил смогли лично поблагодарить маму Джанис и папу Марка за все то, что они сделали для Алекса и для всех. мне снова детство подари. Mark and Janice Gilbert. Thank you so much for your incredible job as parents. Того, что пройдено, не жаль. Проект I'm Adopted. Я усыновлен. Алекс помогает детям со всего мира помочь найти кровных родителей в России. Сам Алекс говорит, что это поиски в темноте. Никогда не знаешь, что тебя ждет за той стеной, где ты найдешь правду. Но какой бы она ни была, это правда о тебе. Он помогает людям, и люди ему безмерно благодарны в этом. Алекс снова и снова возвращается в Архангельский дом ребенка, откуда он был усыновлен, и помогает этим детям, которые ждут своих будущих родителей. Песня тихая твоя. Поговори со мною. Алекс не только нашел своих биологических родителей, но и бабушку Раису, маму Тани, которая также оставила свою дочь в доме ребенка. И Татьяна просто повторила то, что когда-то ее мама сделала. Вместе с мамой Татьяной, бабушкой Раисой, он
Алекс нашел брата Татьяны, который живет в Украине. Доброта не приходит с национальностью или наличием паспорта той или иной страны. Говоря об Алексе, я думаю, что Всевышний послал его на землю со специальной миссией через его биологических родителей, которые дали ему жизнь, и тех родителей, которые вырастили и воспитали в нем самые нужные человеческие качества. Это доброта и любовь к ближним. Он соединил всех родных вместе. Вы узнали про Алекса Гилберта, про его жизнь, как он родился в Архангельске, был оставлен в доме ребенка. Господь Бог улыбнулся ему и послал ему этих замечательных людей, которые вырастили его, дали ему всю заботу, всю свою любовь. Вместе с ним рос его брат, также который был усыновлен из Архангельского дома ребенка. Но факт остается фактом, что Алекс, Саша, он решил найти своих биологических родителей, и он сделал. А у брата этого желания не было, но, как говорится, это личное дело каждого. Довольна я своей судьбою. Конечно, биологическая мама, Того, что она, пройдено, мама Таня, не она жаль. Но как не мне имела хочется возможности порой. ухаживать за ним. Скорее всего, здесь, наверное, другое слово нужно употребить. Не то, что она не имела возможности. Поговори со мной, мама, По некоторым своим причинам о чем-нибудь она решила поговори. отказаться от этой возможности. До звездной полночи, до самой. Но Алекс, он Мне снова и детство снова возвращается в Россию, чтобы еще раз увидеть своих биологических родителей. А теперь подумайте, сказочные сколько наших детей, которых мы родили, оставлю в сердце воспитали, я. поставили на ноги, Дороже всех наград на и, возможно, свете. они живут Мне песня в одном тихая селе с вами, может быть, в городе, может быть, в одной республике или же области, и со мной даже хотя бы в стране. И когда последний раз вы виделись с ними? Вообще очень странно получается. Иногда ты отдаешь всего себя или же всю себя, и результат может быть совершенно Поговори со мною, мама. противоположной, Мне снова чем детство жизнь Алекса. подари. Потому что Алекс не рос с мамой Татьяной, но он все равно через полмира на нескольких самолетах возвращается снова и снова, чтобы побыть с мамой Таней, с отцом Михаилом и со всеми родственниками. Господь Бог ему действительно дал любовь, чтобы он смог дарить эту Давно свою ли любовь песни ты со всеми мне своими пела? окружающими. Над колыбелью Мне кажется, у каждого из нас есть но время птицы пролетело. подумать.
Дорогие мои, подписывайтесь, кто еще не подписался, ставьте лайки, оставляйте комменты и не забудьте распространять мое видео. Юлташлык. Гейша возалтын окул возалсы моен каналышка. И дамон дышындыш лайком, шарыза моен видео влаком. И кодыза шкендан шономашта. Мой ишанен кодам, кедалан келшен моен видео. И таратен тендан шонаш. С вами была Эльвира из Америки. Я искренне вам желаю добра и счастья. И пусть ваши дети любят мой пендалан. Тыланем пенгве тажалаком и тек тендан илыштыдыры. Чыла лиеш сай. Сай порум коса. Тендан денен лиен Эльвира Америка. Чем-нибудь поговори до звездной полночи, до самой. Мне снова детство подари.